Я всех приветствую, уважаемые якутяне, уважаемые предприниматели, возможно, те, кто хочет заняться своим любимым делом. Сегодня я расскажу вам про наше министерство, чем мы занимаемся, какие меры поддержки у нас сегодня существуют. Начну, наверное, с названия. Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия. Предпринимательство, полномочия, которые мы обладаем, это развитие малого и среднего предпринимательства, это малый бизнес, микробизнес, средний бизнес. Далее это торговля. Торговля у нас есть тоже представители субъектов малого бизнеса, но есть еще и крупные компании, которые не являются субъектами малого и среднего предпринимательства. И, конечно же, туризм. Туризм сегодня на слуху у всех, мы динамично развиваемся. Ну и, наверное, так как сейчас туризм в тренде, я начну рассказывать про туризм. Туризм в республике сегодня находится на стадии начального развития. Сегодня мы с вами начинаем понимать, что такое туризм, кто такой турист, как работать с туристом. Самое главное в туризме – это инфраструктура. Под инфраструктурой поднимаются гостиницы, места размещения. И есть такой понятийный аппарат, называется коллективное средство размещения. Коллективное средство размещения – это такое общепринятое название. Это гостиницы любой звездности, это туристические базы, это гостевые дома, это там, где вы можете переночевать, то есть ночуем не дома. По факту, как рассчитывается туристический поток на сегодняшний день, он рассчитывается по методологии, которая принята в Российской Федерации, единая. Это методология по размещению туристов в коллективных средствах размещения. То есть, если вы сегодня поедете и отдохнете на турбазе, соответственно, туристическая база будет сдавать отчетность в Сахастат, наш орган статистики, и будет фиксировать вас как туристов. Действительно это так, потому что вы едете туда, вы оплачиваете, по пути вы проводите определенный вид расходов, закупаете в магазинах продукты питания, закупаете в хозяйственных магазинах туристическое оборудование, едете на машине, покупаете бензин, переправляетесь, если на том берегу. И, соответственно, доезжаете до точки размещения, тоже не бесплатно, и вы, как турист, несете расходы. Если вы, допустим, с города Якутск едете в сторону Амгинского района, то вы ту зарплату, которую получили в муниципальном районе город Якутск, да, городской округ, вы тратите ее в Амгинском районе. Это работа экономики. Но это наш внутренний, локальный туризм. Я сейчас, наверное, расскажу про внутренний российский. Есть понятийный аппарат, называется внутренний турист. Это передвижение граждан Российской Федерации по территории нашей страны. Вот. И сегодня мы видим увеличение туристического потока в нашу республику. За последний год это было 235 тысяч туристов. Вот. Есть различные методы расчета, да, но мы решили идти по одному, потому что где-то мы говорим 212, где-то мы там 250 говорим, ну, иногда складываем различные виды расчетов. Пришли к единому мнению. Сегодня мы будем рассчитывать для единого понимания только по коллективным средствам размещения. 235 тысяч – это классифицированные коллективные средства размещения. Что такое классификация? Классификация – это когда гостиница имеет звезду, когда туристическая база имеет звезду. Есть 5 звезд, вы, наверное, слышали, есть 4 звезды, есть 3 звезды, есть 2, 1 и есть 0 звезд. Звездность – это обязательное условие для коллективных средств размещения, для того, чтобы размещать у себя гостей. По нашим сведениям, сегодня более 200, наверное, уже 50 по республике объектов размещения работают, принимают у себя гостей, но, к сожалению, не все еще прошли классификацию. Около 126 классифицированных средств размещения сдают ежедневно, ежемесячно отчеты в органы статистики. И вот у нас вроде бы туристический поток, многие говорят, не может быть, 235 тысяч, но вот 235 тысяч поток создает всего лишь 126 гостиниц, которые сдают отчетности, а гостиниц у нас больше. Не говоря о туристах, которые прилетают на самолете, сразу садятся на паром, грубо говоря, и едут отдыхать в лес, да, на охоту, на рыбалку. Мы их видим по аналитике больших данных сотовых операторов, но они в статистику органов статистики официально не попадают. Вот, поэтому туристический поток, оно такое дело тонкое. Мы с этого года начали применять большие данные, это и банковские сектора, и сотовых операторов.
для объективной информации, чтобы понять, сколько действительно все-таки приезжих туристов, которые вносят денежки в нашу экономику. Мы, значит, уже работаем с этим модулем. Банковский модуль показывает то, что в прошлом году внешние туристы, не наши якутяне, потратили около 3,2 миллиарда рублей, да, на различные. Мы видим, на что они потратили: матрицу потребления, общепиты, транспортные услуги, торговля, может быть, что-то еще. Вот. И такая сумма выходит в 3,2 миллиарда рублей. То есть в экономику с других регионов, в нашу экономику заходят деньги. Поэтому туризм сегодня в активной фазе развития. Я, конечно, не говорю то, что мы супер уже продвинуты, нет, потому что очень много работы впереди. Я думаю, то, что многие столкнулись с тем, что хотели бы провести выходные, снять какой-нибудь гостевой домик, но, к сожалению, все занято. Действительно так. У нас очень много гостевых домиков, и при этом они все заняты. Поэтому возникает очень много вопросов о том, как построить туристический дом, где его сделать. Все эти вопросы может ответить наш центр «Мой бизнес». У нас уже есть бизнес-кейсы, также есть субсидии. Вот. Конечно же, к нам приезжают больше сейчас российских туристов в связи с геополитической ситуацией, но все равно туристы из дружественных стран посещают, ну, конечно, менее в процентном соотношении, чем наши российские туристы. Якутия для всех это необъятный край, мы как страна отдельно, как Индия, да, по размеру. Многим это интересно, терра инкогнито, но благодаря вот цифровизации нашего региона, да, мы начинаем уже себя позиционировать на российском рынке. Многие приезжают, многие уже могут дикарем приезжать, посмотреть, сформировать свои маршрутные листы, куда они поедут. Ну а из таких точек притяжения, конечно, это у нас Ленские столбы, это у нас Царство Вечной Мерзлоты, где продается холод. Вот. Ну, конечно же, не стоит забывать про гастрономию. Наша якутская национальная кухня, как и сам национальный колорит нашей республики, очень сильно привлекает наших российских туристов. И они с большим удовольствием приезжают на наши событийные мероприятия, такие как Эсэх Туймады городской, Эсэх Уланхой республиканский. Зима начинается с Якутии. Вот. Ну и, конечно, мы работаем над тем, чтобы постоянно создавать новые события. Я вот все мечтаю, чтобы мы научились продавать ледоход. Для нас ледоход, для якутян, конечно, красиво, тоже смотрим, но для многих предпринимателей, торговли это все-таки период распутицы, когда мы не можем перевести своевременно груз, и грузы мы завозим чуть раньше. Это что касается основных понятий по туризму. Ну, конечно же, меры поддержки, наверное, всех интересуют. Да, у нас сегодня есть национальный проект, называется «Туризм и индустрия гостеприимства». В этот национальный проект мы попали в 2022 году, и за 2 года мы привлекли с федерального бюджета порядка 300 миллионов рублей по различным видам конкурсов. Это и субсидирование на туристическое оборудование, это и субсидирование на строительство модульных некапитальных глэмпингов, да, проще говоря, а также это субсидия на событийные мероприятия. Вот. Ну, туризм и индустрия гостеприимства как национальный проект, это проект, который инициировал наш президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Очень хорошо то, что мы попали в этот проект. Сегодня около 60 регионов Российской Федерации принимают участие в этом национальном проекте. Поэтому то, что мы там принимаем участие, это очень хорошо. И сегодня оказывается поддержка довольно-таки весомая для того, чтобы мы могли стартануть. Также, вот, наверное, каждый знает, что в городе Якутск строится гостиница «Космос». Это 4-звездочная гостиница без бюджетного регионального рубля, только за счет привлечения инвесторов. Компания FK System, это группа компаний, которая держит бренд «Космос», корпорация «Туризм РФ». Вот, и наши региональные инвесторы, которые сегодня заканчивают проектно-сметные документации. В этом году мы планируем уже вбивать сваи и закончить строительство гостиницы к 2026 году. 150 номеров с общим объемом инвестиций порядка 2,9 миллиардов рублей. Новая гостиница. Для нас это значимый повод для размещения гостей, увеличения туристического потока.
А туристический поток все-таки цифра статистическая, и органы федеральные, которые курируют туризм, их методология, конечно, рассчитана на цифрах. Какое население, сколько туристов, и от этого формируются цифры, какие меры поддержки, и точнее даже не какие, а в каком количестве меры поддержки будут заходить в регион. Поэтому мы очень сильно ждем эту гостиницу. Я думаю, что это будет очередной импульс развития туристической индустрии. Сегодня точно могу сказать, что абсолютно все туристические операторы заняты. Сегодня с 31 июля снят режим ограничений на нашу реку Ботума, куда все хотят поехать. Но скажу так, что в период пожароопасной ситуации была категория опасности, которая не разрешала в целом до 2022 года вообще посещать территорию национального парка Ленские столбы, река Ботума там находится, где кордон. Но мы нашли решение, и так как у нас туристические операторы имеют лицензию, именно для них было разрешено возить в период пожароопасного сезона. Тем не менее, на сегодняшний день это открывается для всех жителей нашей Якутии, для любого туриста, и можно даже без туристического оператора поехать в сторону реки Ботума. Сейчас, наверное, перейду к блоку предпринимательства. Предпринимательство – это образ жизни, это не отрасль, да, это межотраслевое мероприятие. У нас в республике Саха-Якутия на сегодняшний день работает более 40 тысяч предпринимателей. Чтобы посмотреть на точное количество, вы можете зайти на сайт налоговой, написать реестр МСП. МСП – это сокращение малое и среднее предпринимательство. У нас сегодня, как я и сказал, 40 тысяч предпринимателей работают, ежегодно увеличивается у нас. Также у нас есть количество самозанятых в динамике, которое постоянно растет. Сегодня около 50 тысяч самозанятых. Самозанятые – это такой режим, когда вроде бы вы хотите открыть бизнес, но вы еще этим не занимались, рисковать неохота. Поэтому режим самозанятых, а точнее, если более профессионально сказать, это физические лица, либо индивидуальные предприниматели, которые выбрали режим налогообложения, называется налог на профессиональный доход. Если вы взаимодействуете с физическими лицами, вы платите налог 4%. Если вы взаимодействуете с юридическими лицами, то вы платите налог от дохода 6%. Не более 2 400 000 рублей в год должен быть доход, но при этом здесь нет системы налогообложения, которая бы ваши расходы снижала бы налоговую базу. Для этого, конечно, уже переходите на упрощенную систему налогообложения. Сегодня мы активно взаимодействуем с бизнесом, это и деловые объединения, это и Координационный совет по предпринимательству при главе Республики Саха-Якутия, где сегодня главой дано нам поручение о пересмотре по расчету снижения налоговых ставок на упрощенную систему налогообложения, в целом по всем видам региональных налоговых мероприятий, в том числе с учетом муниципальных. Это то, на что мы можем повлиять. И причина такова, что на сегодняшний день принят закон о налоговой реформе, который со следующего года для упрощенной системы налогообложения, которая имеет оборот в текущем году более 60 миллионов рублей, для них дополнительно появляется НДС. И здесь, конечно, предприниматели будут все эти налоги включать в ценообразование себестоимости продукции. Поэтому нам, как правительству Республики Саха-Якутия, необходимо найти баланс между предпринимателями, между потребителями, чтобы цены слишком не росли, и предприниматели, чтобы не работали в минус. Потому что предпринимательство – это основа для того, чтобы извлекать прибыль. Также сейчас попытаюсь на какой-нибудь вопрос ответить. По предпринимательству у нас есть два подведомственных учреждения, которые занимаются, первое, информационно-консультационной работой. Это Центр «Мой бизнес». Он сегодня у нас представлен на территории 28 муниципальных образований. Также он может оказывать услуги по различным мероприятиям. Также проходят конкурсы. Это все идет в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Порядка 300 миллионов ежегодно мы получаем для реализации таких мер, проведения мероприятий, форумов, где предприниматели, либо те, кто хочет заняться делом, приходят, смотрят, знакомятся. У нас есть в Центре «Мой бизнес» бизнес-кейсы, есть гиды предпринимателей о том, как стать
В том числе для действующих предпринимателей сегодня по просьбе уполномоченного по защите прав предпринимателей мы будем реализовывать информационный блок по контрольно-надзорной деятельности. Сегодня есть мораторий. Мораторий – это запрет. Сегодня стоит запрет на проверку наших предпринимателей. В принципе, это очень хорошая мера. Она уже длится с начала пандемии. И сегодня могу сказать, что предприниматели вместо того, чтобы готовить документы для защиты себя от надзорных органов, они занимаются своим делом, развивают. Но если есть какие-то угрозы жизни, то мораторий, конечно, может закрыться для этого мероприятия. Вот. И по контрольно-надзорной деятельности работа ведется очень большая, она ведется активно. Здесь и муниципальные, и региональные, и федеральные органы исполнительной власти. Они все в купе взаимодействуют. Хотел бы вот сказать, как работает прокуратура. Прокуратура сегодня у нас контролирует, чтобы никто не проверял предпринимателей. Закон действует, и поэтому прокуратура сегодня на стороне предпринимателей, защищает их. И, конечно, смотрит, как все это взаимодействие происходит между органами власти, между публичной властью в целом, то есть на всех уровнях. Вот вопрос Руслан Новгородов задает. Скажите, есть ли результаты по мерам поддержки? Расскажите, какие интересные проекты по туризму реализованы. Ну, смотрите, у нас туризм, предпринимательство, торговля, в принципе, это все есть предпринимательство по-настоящему. Вот, поэтому я буду, наверное, смешивать вопросы, потому что они между собой все косвенно связаны. По туризму, да, конечно, есть, мы уже видим увеличение туристического потока. По мерам поддержки для наших туристических операторов, да, для компаний, которые уже там много занимаются, строится сейчас очень много объектов, порядка 19 объектов по субсидии по модульным некапитальным домам. Ну, к примеру, приведу без рекламы, да, это грантополучатель в лице Артудайду, это экопарк-отель, они сейчас возводят быстро возводимую мини-гостиницу на 24 номера. У нас, если посмотреть на структуру туристов, и тех, кто сюда приезжают, это у нас, конечно, деловые туристы. Мы очень много мероприятий проводим, связанных с развитием нашей республики по всем отраслям, и промышленности, и медицина, и другие направления. Поэтому благодаря вот такой активной позиции, именно деловой, к нам приезжают очень много людей, а они в том числе являются туристами, потому что они останавливаются в гостиницах, они покупают себе в магазинах что-то, в том числе тут подключаются и местные производители, потому что все хотят улететь с красивыми сувенирами. Ну а красивые сувениры у нас это ювелирная продукция, это у нас кузнечное дело, это у нас народно-художественные промыслы. Поэтому туризм в данном случае идет сверху всего, как драйвер развития экономики, благодаря вот новым людям, которые прилетают к нам, идет увеличение спроса со стороны клиента, можно сказать. Это может быть и наш республиканский клиент, это может быть и приезжий. Поэтому на примере этой гостиницы, она должна быть введена в сентябре этого года, мы увидим, как совместно с гостиницами, которые больше ориентированы на деловой туризм, будут работать и мини-гостиницы выходного дня, можно так сказать. То есть, если посмотреть на структуру недельную, да, у нас примерно с пятницы по вторник это деловой туризм, и с понедельника по четверг это деловой туризм, а с четверга по воскресенье это туризм, когда нужно выехать за город, отдохнуть, с природой насладиться. Лето у нас не такое длинное, поэтому сегодня, к сожалению, забронировать некоторые домики можно будет только на следующий год. Вот. Мы, конечно, ведем работу по разработке стратегии развития туризма, куда включена и торговля, куда включено и местное производство. Вот сегодня у нас есть указ главы Республики Саха-Якутия о развитии местного производства и туризма. Там есть очень важные показатели, они довольно-таки амбициозные. И сегодня не только нашим министерством, сегодня в целом правительством ведется работа по формированию проектов, задач, которые должны будут реализованы, чтобы вообще достичь целей, которые поставлены в указе нашего главы. Вот. Здравствуйте, проконсультируйте, пожалуйста. Хочу продавать сахарную вату на площади Орджоникидзе в городе Якутск. Что для этого нужно? Здесь мы подключаем блок торговли. Торговля – это как индустрия торговли, отрасль торговли.
У нас в Республике Саха-Якутия на сегодняшний день более 70% это у нас, конечно, торговля. Это поставки продукции, производства на сегодня меньше. Если так посмотреть, порядка чуть больше 20 тысяч из 40 тысяч являются именно предприятиями торговли. 3 тысячи – это предприятия общепита. Вот. Ну, если возвращаться к сахарной вате, это не стационарная торговля, вот прямо так и называется НТО сокращенно. Для того, чтобы взять это место, нужно отработать с органом местного самоуправления. Это может быть мэрия. Если берем на примере города Якутска, это окружная администрация городского округа, город Якутск. Если это другой муниципальный район, то это райцентр, то есть администрация райцентра. Нужно прийти туда, написать заявление. Для этого нужно получить схему размещения нестационарного объекта. И везде свои ставки стоят, вам дают аукцион, вы на этом аукционе участвуете, и вы выигрываете право на то, чтобы размещаться там. Вот, в этом ничего сложного нет. Те, кто один раз прошли эту процедуру, уже очень легко и без проблем реализовывают. Если какие-то вопросы остаются по нестационарной торговле, мы, конечно, готовы проконсультировать. По республике, как я и сказал, у нас 28 центров «Мой бизнес», которые с большим удовольствием расскажут вам по мерам поддержки правительства в целом, по мерам поддержки муниципалитета в целом. То есть мы сегодня, Министерство предпринимательства, ведем межотраслевую работу. Вы можете узнать, какие меры поддержки есть в каждом министерстве, начиная с Минобра, Мининноваций. Если это IT, это может быть Министерство промышленности, Министерство сельского хозяйства, Министерство строительства, потому что предпринимательство есть абсолютно везде. Везде. Вот. Сфера торговли у нас одной из крупных отраслей. Какие меры поддержки есть для нашей торговли? Сегодня мы разрабатываем меры поддержки системные, то есть так как предприниматели более 20 тысяч, которые торговлей занимаются, если вопрос про субсидии, но довольно-таки сложно будет 20 тысячам предпринимателей одновременно дать определенную субсидию. Поэтому мы идем по другому пути, мы идем по вопросам льготного кредитования. Сегодня в Фонде развития предпринимательства, тоже наш подвед, есть продукты, которые дают льготные займы. Наверное, вы знаете, что буквально несколько дней назад Центральный банк Российской Федерации повысил ключевую ставку для того, чтобы снизить уровень инфляции в Российской Федерации. И, соответственно, банки выдают кредиты выше 18%. Та же ипотека, к сожалению, сегодня делается специально, чтобы вынесли деньги в вклады, не брали кредиты. И тем самым это инструмент сдерживания инфляции. Вот. И по торговле, конечно, у нас ведется работа по работе с нашим региональным банком. Мы хотим, чтобы в период, когда ключевая ставка высокая, попробовать дать субсидию банку, чтобы он с коммерческой ставки до льготной ставки. Это мы уже сделали в 2022 году, когда, вы помните, начались сильные санкции, был дефицит товаров, ключевая ставка была 20%, и мы разработали именно субсидию, которая дала возможность под 8% от 5 миллионов рублей предоставить отрасли торговли кредиты льготные. Смотрите, 150 миллионов мы предоставили для понижения ставки на 1 год, мера получилась, а портфель кредитов получился на 2 миллиарда рублей. Получается, видите, мы, если бы субсидию 150 миллионов отдали бы по 5 миллионов, вышло бы 10-15 человек. Вот, Александра Явловская, добрый день, с вами знаком. В арктических районах какая финансовая поддержка осуществляется на развитие туризма? У нас на сегодняшний день вышел порядок. Порядок называется по правилам предоставления субсидий для предпринимателей, осуществляющих туристическую деятельность, а именно на туристическое оборудование. В этом году мы получили субсидию в размере 30 миллионов рублей и 28 миллионов рублей мы будем выдавать. Условия софинансирования 50 на 50. Если максимальная сумма для того, чтобы получить грант, субсидию, это 1 миллион рублей. Проще говоря, у вас должен быть проект не менее 2 миллионов рублей, то есть 1 миллион рублей это со стороны правительства, 1 миллион как минимум с вашей стороны. Вот, если я правильно прогнозирую мероприятие, то в пятницу либо в понедельник мы запускаем данный конкурс.
Для того, чтобы в нем участвовать, сейчас появилась новая система. Постановлением правительства Российской Федерации 1782 мы сегодня принимаем заявки на участие в субсидиях через электронный бюджет, то есть это уже не как по-старому там на почту, либо как-то нарочно документы принести. Есть электронный бюджет, надо будет там зарегистрироваться. У вас у всех предпринимателей есть электронная цифровая подпись, и подаете заявку через цифровую платформу. Эту информацию мы предоставим на этой неделе уже, поэтому можете передать своим коллегам в части туризма. Также прошу иметь в виду, что буквально в моменте может прийти запрос от федеральных органов исполнительной власти, в частности Министерства экономического развития Российской Федерации, на потребность по модульным домам. Мы сейчас уже осваиваем бюджет с 2022 по 2023 год в размере 148 миллионов рублей на строительство модульных домов. Общая сумма номерного фонда благодаря этой субсидии увеличивается на 177 номеров. Это тоже дает увеличение туристическому потоку. И буквально в сентябре это мероприятие заканчивается, и будет новый конкурс на модульные дома, если вы имеете в виду, помимо оборудования, нужно и сама инфраструктура в виде средств размещения. Вот, Мишель Пастернак спрашивает: здравствуйте, кто занимается турконтролем с легальными и нелегальными турорганизациями? Сегодня эти полномочия есть у правоохранительных органов. Мы не раз поднимали вопрос перед федеральными органами исполнительной власти, перед исполнительными, перед законодательными о том, что нам необходимо как субъекту Российской Федерации получить полномочия контроля для того, чтобы работать с нелегальными или с легальными предпринимателями. Вот какая ситуация выходит? Когда выходят мероприятия о том, что нужно что-то сделать, там, налоги собрать, всегда задевают белый бизнес. Те, кто работают честно, те, кто платят налоги, зарплаты. И вот только вокруг них почему-то так получается, что мы, допустим, та же налоговая политика в части сбора касается их. Контрольно-надзорное мероприятие касается их. А сегодня нелегальный предприниматель остается без обязательства по оплате налогов, их не проверяют, и эта ситуация довольно-таки несправедлива. Поэтому в этом году мы активизировали работу по нелегальным организациям. Если, так как у нас в основном это связано с экологическим туризмом, да, вот если посмотреть, у нас в основном все связано с экологическим туризмом: охота, рыбалка, там, туристические, там, Амга, Блуз, это все с экологией связано, Ленские столбы. Поэтому мы подключаем к нам коллег с Минэкологии в части инспекторов, незаконный вылов рыбы, да, то есть сегодня буквально, наверное, вы увидели квоты по добыче наших флоры и фауны. Поэтому здесь работа совместно правительства и правоохранительных органов. В частности, здесь большие полномочия по МВД, а еще также можно отрабатывать с административной комиссией муниципального района, там, где вы живете. Вот. Ну, здесь нужно не стесняться, здесь нужно писать заявление о том, что вы как предприниматель видите, что там осуществляют нелегальную деятельность, вы платите налоги, вы имеете право отрабатывать с органами контроля, которые вот я перечислил выше. Вот. Дальше идем. Объясните, что делать, если я нашел подделку. Ну, это, наверное, ведется в части торговли. Есть система «Честный знак», можно скачать приложение. Этим приложением сканируется штрих-код, и вы абсолютно видите все. «Честный знак» – это проект, который будет охватывать все виды товара. Это маркировка называется. То есть, когда вы фотографируете, вы видите, кто его произвел, где это произведено, когда это ввезено. А система мониторинга общей Российской Федерации, она видит полностью путь от поставки, от производства до конечного потребителя. Поэтому для того, чтобы видеть все товары и услуги и определить, подделка это или не подделка, нужно скачать программу «Честный знак». Вот, дальше идем. Хочу зарегистрировать свой бренд. Что конкретно мне сейчас для этого надо сделать? Да, кстати, у нас в министерстве есть полномочия по интеллектуальной собственности. Это защита авторских прав, регистрация товарных знаков. Вот. Самое главное для предпринимателей – это, наверное, гарантия о том, что его бизнес не украдут, никто ничего там не украдет, там, не увезет в другой регион. Поэтому вот, пожалуйста, мы недавно буквально
в этом году зарегистрировали 2 товарных знака благодаря вот ассоциации «Сделано в Якутии». Кстати, «Сделано в Якутии» тоже защищенная, да, авторским правом. Логотип их и географическое указание, вот как я и говорил, это якутский нож. Вот сегодня якутский нож может быть произведен только в Республике Саха-Якутия. Любое производство якутского ножа, произведенного не в Якутии, является теперь по закону контрафактом. Мы ведем работу с нашими маркетплейсами. Якутский нож — это очень популярное, это очень брендированное мероприятие. Все любят якутский нож. И поэтому сегодня, наверное, из-за того, что мы изымаем из оборота магазинов контрафакты, а по факту это контрафактные, потому что они произведены не в Якутии. Если они произведены в Якутии, то есть сертификация о том, что оно сделано в Якутии. То же самое у нас сейчас с якутским ножом. То же самое мы сейчас до конца, правда, не добили. Якутские бриллианты, я думаю, ювелирные компании тоже вздохнут с большим облегчением, когда это все уже утвердится. Вот, поэтому для того, чтобы зарегистрировать свой бренд, вам необходимо обратиться тоже в Центр «Мой бизнес». Это наш фронт-офис. Они скажут, куда подойти, что нужно сделать, сколько это будет стоить, сколько это времени займет. Вот, сейчас многие, кстати, на этом зарабатывают, регистрируют определенные виды логотипов, названий, а потом выходят на предпринимателей с заявлением, что это наша марка, пожалуйста, оплатите штраф, либо платите за то, что вы используете чужое авторское право. Поэтому я советую предпринимателям перед тем, как открывать что-то, либо позиционировать себя на рынке, необходимо проверить, нет ли такого названия, защищена ли она или нет. Поэтому на сайте Роспатента можете посмотреть и понять, как это все работает. Вот, следующий вопрос. Какие изменения ждут по торговым надбавкам к ценам на социально значимые продовольственные товары? Вот социально значимые продовольственные товары, СЗПТ, это защищенные виды товаров, на которых наценка регулируется государством. Здесь задача стоит найти баланс между потребителем и предпринимателем. Вот, на сегодняшний день мы работаем в постоянном режиме над ценообразованием, потому что цены меняются, бензин дорожает, да, транспортные услуги дорожают, а это все входит в себестоимость. То есть, грубо говоря, рис, сахар, мука, хлеб, его, чтобы привести в арктические зоны, ну, довольно-таки дорого выходит. И иногда по себестоимости даже выходит, что наценку больше нельзя сделать, а в минус никто не работает. Поэтому мы на некоторые виды бизнеса смотрим как на социальные, несмотря на то, что они должны быть прибыльные. Они, ну, допустим, хлебопечка та же самая. Когда в районе работает всего одна хлебопечка, это стратегическое предприятие, оно уже социально значимое становится. Многие сегодня направляют нам информацию с разных районов, потому что ценообразование в каждом районе, оно абсолютно разное. Вот если посмотреть, как работает центральная Россия, да, как работает наша Якутия, ну, вот килограмм картошки, чтобы привезти в арктические районы, ну, она выходит под 300, под 400 рублей. Плюс на нее нужно сделать наценку и с него заплатить налог. Вот. А если в центральной России, ну, картошка стоит намного дешевле, и по ЖД все переводится, и она дешевле намного выходит. И поэтому тут всегда возникали у предпринимателей вопросы о том, чтобы нужно увеличить лимиты по упрощенной системе налогообложения, потому что мы сразу вылетаем. У нас, во-первых, и зарплата в 2 раза больше за счет крайнего севера, плюс у нас еще и транспортные расходы, они быстро увеличивают выручку компании. За счет этого многие предприниматели вылетают с упрощенной системы налогообложения. Очень несправедливая ситуация на сегодняшний день, но тем не менее работа ведется. Предприниматели предлагают различные предложения по оптимизации, по мерам поддержки, как нужно сделать. Наше министерство со всеми взаимодействует. Вот, поэтому торговые надбавки, это, как я повторюсь, это тоже очень важный момент, потому что если сделать слишком большие торговые надбавки, то да, предприниматель выйдет в хороший плюс, но никто покупать не будет, потому что с ростом цен, зарплаты из населения, и это все на покупательскую способность очень сильно связывается. Вот. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, какие условия участия в конкурсе «Лучшие товары Якутии», что дает участие в этом конкурсе?
Ну, лучшие товары Якутии – это конкурс, который идет уже не первый год. Это, наверное, вопрос общественного признания для предпринимателей. И нужно подавать заявку на нашем телеграм-канале. ВКонтакте есть информация, куда нужно подать, что нужно подать и какие виды товара могут участвовать. Поэтому я приглашаю всех, не поленитесь, зайдите в Телеграм, напишите в поиске Минпред Якутии, и у нас там порядка 1700 подписчиков. Буду рад, если вы подключитесь дополнительно. Стараемся давать для вас информацию, не спамить, не флудить, давать именно ту информацию, которая была бы полезна для вашего дела. Вот, следующий момент, где можно купить продовольственные товары онлайн в Якутске. Онлайн в Якутске сегодня у нас много предложений. Я хочу напомнить то, что мы являемся по праву IT-столицей, очень много разработчиков, очень много компаний есть. И в целом, я не могу, конечно, всех рекламировать, но сегодня в приложениях, которые предлагают и наши местные предприниматели, и наши экосистемы банковские, они предлагают доставку, можно продукты питания купить. Здесь у нас ежедневно компании торговли, в том числе и местного производства, подключаются к этой системе, активно предоставляют свои товары, ну а система агрегирует и доставляет вам. Это очень удобно, если вы не успеваете сходить в магазин, либо, может быть, не можете нести тяжелые пакеты. Система работает, я сам иногда пользуюсь этой системой, поэтому и вам советую. Так, далее. Бочкаров Иннокентий пишет: спасибо за эфир, много полезной информации. Планы по открытию бизнеса в туризме. Можно немного приоткрыть, в каком направлении сейчас выгоднее всего развивать туризм, выгодно ли открыть, например, турбазу? Очень выгодно. Очень выгодно, когда вы в этом году, вы успеете в этом году построить базу. Она строится недолго, есть много разных материалов хороших, из которых можно возвести буквально за 2 недели. Сделать рекламу, и поверьте, до конца сезона у вас все будет забито. А если вы сделаете круглогодичную, конечно, под конец летнего сезона там будет чуть поменьше народу, но в ноябре мы же создали событийный туризм, к нам приезжают туристы, и они платят для того, чтобы замерзнуть по факту. Ну, конечно, это маркетинговый ход. Люди приезжают на то, посмотреть, как у нас зима, как из горячего стаканчика вот так вот назад идет испарение красивое. Кто-то ездит в Аймикон на полюс холода, купается в реке Индигирка. Там у нас, конечно, инфраструктура не такая классная, да, но по зиме, во-первых, и дорога лучше, очень хорошие виды. И в Тамоте, где у нас в основном размещаются туристы, у нас есть там гостиницы хорошие, неплохие. Они немногоместные, но они приятные для отдыха. Там же рядышком и Аймикон, куда можно съездить. Предприниматели создают инфраструктуру сопровождающую, чтобы можно было погреться, перекусить, искупаться, пофотографироваться на арт-объектах. Вот, поэтому, Иннокентий, подключайтесь к системе туризма, это очень выгодно, любой вид, он очень выгоден. Для того, чтобы понять, кто такой турист, я вам раскрою сейчас данные. Мы провели аналитику, ну, точнее, не мы провели, большие данные провели аналитику, и сегодня наш турист – это мужчина, 40 лет, без детей, со средним заработком около 113 тысяч рублей. Вот вам, пожалуйста, картина. Это охота, это рыбалка. Если вы будете работать таргетом именно на эту категорию населения, то у вас будет 100% занятость в плане работы с клиентами. Планируете ли вы строительство гостиниц? Как показывает практика, их не хватает, особенно когда много больших мероприятий. Действительно, это так. У нас есть понятие КСР, как я вначале сказал, есть понятие ИСР, это индивидуальные, да, средства размещения. Это когда вы свои квартиры сдаете для туристов за сутки, когда особенно много мероприятий, мест нету, цены поднимаются. Но это нормально, это рыночные условия, это ИСР. Поэтому гостиница уже строится, в 2026 году она будет построена. Еще есть планы строительства гостиницы на 120 номеров Алмаз-Генбанка, но мы одновременно не должны 2 гостиницы строить. То есть мы к 2026 году построим гостиницу, посмотрим, как она загружается, будем формировать мероприятия, форумы, различные событийные, да, мероприятия, для того, чтобы загрузка гостиницы всегда была. Для того, чтобы понимать, рентабельность загрузки гостиницы на сегодняшний день это 60%. Если менее 60% гостиницы, а там просто 150 номеров, то это будет невыгодно. И для гостиниц, конечно, есть послабление, налоговые послабления.
Также у нас, если вы интересуетесь не только городом Якутск, у нас в Хангаласском районе, в Горном районе, это вот близлежащем Намском районе, есть новый проект, благодаря Министерству экономики и предпринимателям, это территория развития местного производства. Эта территория, она аналогична территории опережающего развития федерального проекта, а мы регионально сделали правительством. И это то же самое, то есть, грубо говоря, когда вы нанимаете штат, либо налоговое послабление, по штату вы платите сумму не 30 с лишним за одного человека, а там в сумме выходит 76%. 7,6%. Вот, дальше. Мария, Авы, якутяне чаще у себя на родине отдыхают или стараются выезжать за пределы. Ну, здесь кто как, зависит, наверное, от самого человека. Ну, мы такого деления не делаем, потому что якутянам нужно отдыхать и в зарубежных странах. Это очень много якутян ездят в Таиланд, Египет, в Турцию. Да, ну, некоторые ездят в Таиланд постоянно, то есть даже ежегодно. Их дети любят Таиланд, они постоянно ездят в Таиланд, потому что, ну, ради детей. Насколько безопасен сейчас отдых за границей, к примеру, в Турции? Ну вот по поводу Турции я тоже мониторю информацию о том, какая геополитическая ситуация есть. На сегодняшний день туристы в Турции с Якутии наши есть. Вот, но со стороны Министерства иностранных дел, нашего курируемого Министерства экономического развития Российской Федерации, пока что не было никаких информационных поводов для того, чтобы ограничить доступ к Турции. В Турции сейчас, как показывает практика, снижаются цены вообще на туризм, потому что они после определенных мероприятий получили снижение туристического потока, а туристический поток у них в основном идет с России. Не только вот с Якутии, но в целом со всех регионов нашей страны формирует очень большой туристический поток не только в Турцию, но и в Таиланд, и в Египет. Поэтому русский турист, он имеет определенные преференции для того, чтобы формировать для него ценообразование. Вот. Ну, а на этом наше время уже заканчивается. Уважаемые друзья, уважаемые жители нашей Якутии, предприниматели, пользуясь случаем, хотел бы еще раз поздравить с прошедшим днем торговли наших предпринимателей в области торговли, их коллективов, потому что торговля на сегодняшний день – это та отрасль, которая формирует для нас всех, как потребителей, клиентов, товары первой необходимости, возможность выбрать. Поэтому хотел бы поблагодарить за вашу работу. Мы с вами не прощаемся, мы можем с вами увидеться. Я напомню, что через Центр «Мой бизнес» вы можете задать любой вопрос, через платформу обратной связи можете выйти. Вот Олег звонит. Добрый вечер, здравствуйте. Что с проектами на Табагинском мысе? На Табагинском мысе у нас северная мозаика, как вы все знаете. На сегодняшний день все земельные участки заняты предпринимателями. На некоторых объектах завершается строительство, поэтому по Табагинскому мысу мы, можно сказать, завершили работу по формированию пула предпринимателей. Ведется работа по земельным участкам, а сейчас мы будем смотреть на потребность для того, чтобы расширить территорию северной мозаики, потому что хорошие виды, хорошая территория, люди привыкли туда ездить. Будем расширять, возможно, будем поднимать. Сегодня мы должны внести на Координационный совет по туризму при правительстве республики предложение. Вот, ну, я думаю, что северная мозаика номер 2 будет, но когда будет, наверное, в следующем году. Вот, друзья, ну, на этом мы не прощаемся. Коллеги, кто хочет задать вопрос, я думаю, что вы можете найти мой телефон, у некоторых он есть, можете поделиться. Вот, спасибо всем за эфир, спасибо всем за внимание, всем хорошего дня, хорошего вечера и успехов в любимом деле.